Долгое время в исторической литературе они были представлены как первые тюрки, кочевники, дикие варвары с Востока, которые вторгались в Европу, разоряя, уничтожая все на своем пути. О них говорили, что это толпа неуправляемых дикарей и жестоких захватчиков. Одно только имя этого народа сеяло страх и ужас. Однако это субъективное мнение лишь одной стороны, которая потерпела поражение от тех, кого называли гунны. Гунны, народ, завоевавший полмира, не мог быть диким и неуправляемым. Возможно, война была их главным ремеслом, и они действительно были мастерами военной стратегии. Но также хорошо известно, что гунны повлияли на многие политические процессы и международную дипломатию. Именно они изменили этот мир и в V веке вывели Европу из античности в раннее Средневековье. К сожалению, в ранний период своей истории гунны не имели своих хронистов, которые наверняка поведали бы много интересных фактов. И лишь отрывочные сведения и данные археологии дают общую картину истории этого народа. Кто такие гунны, где родились и сформировались как народ? Почему покинули прежние земли? И как они сумели изменить историю Западной Европы? По мнению ряда ученых, в IV веке до нашей эры предки гуннов жили севернее долины реки Хуанхэ и на территории современной Монголии. Китайцы медленно стали вытеснять их с принадлежавших им земель. А чтобы эффективнее было обороняться и защищаться от прежних хозяев, они стали возводить длинные стены. К III веку до нашей эры на севере Китая формируется союз гуннских племен. А уже в 209 году до нашей эры гунны или хунны, как их именовали китайские источники, обрели свою мощь и популярность при царевиче Моде. Последний, сместив своего отца, гуннского вождя, стал полноправным правителем. За короткое время он сумел поставить под свой контроль ближайших соседей восточных кочевников. Одно его имя наводило страх одинаково как на китайцев, так и на сагдийцев. При Моде и его преемниках держава гуннов росла и крепла, разбивая лучшие силы могучего Китая. В 93 году нашей эры для гуннов наступил переломный момент. Один из потомков Моде проиграл решающую битву китайцам, и его народ разделился на 3 части. Одни рассеялись в южно-сибирских степях, другие ушли в Китай, а третьи отошли в Среднюю Азию, в район Семиречья, и далее двинулись на запад. В 50-х годах II века нашей эры они вышли к берегам Волги. Во второй половине IV века гунны, возглавляемые Баламбером, потомком Моде, расширили свое государство, закрепив за собой просторы между Уралом и Доном.
Затем они продвинулись к Меотийскому озеру, а около 370 года вторглись в Боспорское царство, захватив города на Таманском полуострове. В этот же год они переправились через Керченский пролив и подступили к Пантикопею. Город капитулировал, а гунны подчинили своему влиянию Боспор. И если с готами, проживающими в Крыму, гунны не вступали в открытое противостояние, то готам, проживавшим в Северном Причерноморье, повезло меньше. После того, как гунны под предводительством Баламбера прошли через Керченский пролив в Крым и через Перекоп, вышли готам в тыл. В 371 году на реке Днепр произошло сражение, в котором готы потерпели поражение. Перед ними встал выбор – либо уходить дальше на запад, либо покоряться. Они выбрали последнее, став данниками гуннов, и тем самым сохранили свою территорию, внутреннее самоуправление и даже своих вождей. Что же касается гуннов, то они, подчинившись решению своего вождя Баламбера, двинулись далее на запад, на этот раз в Дакию. Некоторые римские историки описывают гуннов как людей с отвратительной внешностью и диким нравом. Им вторит готский историк Иордан. Он сообщает, что гунны вызывают панику своим внешним видом. Конечно же, это была преувеличенная информация, рассказанная напуганными готами, для которых внешний вид гуннов казался страшным и пугающим. Ссылаясь на античных авторов, ряд современных историков также полагают, что за счет отталкивающей внешности гунны достигали превосходства над врагом. Но это было не так. Гунны стояли выше многих европейских племен и по своему социальному строю, и по своей культуре. Наконечники стрел, способные пробивать даже самые прочные доспехи. А за счет удобной конструкции седла они прочно удерживались на лошади. Византийский дипломат и историк V века Приск Панийский сообщал, что в гунском обществе особое место занимали женщины. Они, как и все тюркские женщины, не были изолированы от общества, не вели замкнутый образ жизни. Наравне с мужчинами они принимали участие в различного рода мероприятиях и общались не только со своими мужьями, но и незнакомыми иностранцами. Уже в эпоху расцвета державы гуннов они устраивали приемы и принимали послов. Прииск упоминает, что женщины могли управлять селениями, к примеру, как жена погибшего вождя Бледы, брата легендарного Аттилы. Сохранилось имя одной знатной гунки, которая во время правления Юстиниана после смерти мужа, вождя Балоха, стала во главе одного из гунских племен. Звали ее Буарикс. К женщине в гунском обществе относились с явным уважением, а они, в свою очередь, держали себя достойно. Многие историки отмечали, что гунны, впрочем, как и все степные народы, это готовая армия, быстро приводимая в боевой порядок, способная к дальним переходам и неожиданным атакам. Немногочисленные письменные источники сообщают, что союз гунских племен в начале V века возглавил Ульдин. Он разгромил готов во Фракии и основал резиденцию гунских правителей на берегу Дуная. Был ли Ульдин вождем или полководцем, неизвестно. Те же источники упоминают, что у гуннов было несколько королей, но один из них был первый король. И в первых годах V века им был Харатон, по некоторым данным родной дед легендарного Аттилы. Именно под предводительством Харатона около 420 года гунны заняли Паннонию, современную Венгрию. Участником покорения Паннонии под предводительством своего деда был и Аттила. Точная дата рождения легендарного полководца и единого правителя гуннов неизвестна. Предположительно, он родился около 390 года, и к 420 году это был уже зрелый воин. Что касается отца великого полководца, царевича Мунзука, то он ничем не отличился и прошел незамеченным мимо историков тех лет.
так как о нем, кроме того, что он был отцом будущих вождей Бледа и Аттилы и какое-то время управлял славянами в Олинии, то есть Волыни, ничего не известно. Возможно, он рано умер, и сыновей воспитывали его родные братья Актар и Ругила, прославленные гунские вожди. После смерти Харатона власть принял Ругила. В 433 году он требует у Римской империи выдачи вестготов. Правда, императору удалось заключить временный мир, по условиям которого он обязывался ежегодно выплачивать дань. Но Гун продолжал угрожать расторжением мирного соглашения, если тот по-прежнему будет оказывать содействие вестготам, ушедшим за Дунай. Неизвестно, чем бы это закончилось для империи, если бы в ходе переговоров и локальных набегов Ругила не умер. После его смерти в 434 году гунскими вождями-соправителями стали его племянники Бледа и Аттила. Вполне вероятно, что старшим из братьев был Бледа, но обладал неординарными организаторскими способностями Аттила, который сумел сосредоточить всю власть в своих руках еще при жизни брата. Он продолжил политику Ругила. Что касается взаимоотношений двух братьев и их общего правления, то сказать наверняка о них трудно из-за отсутствия источников. Английский историк прошлого столетия Джон Бьюри сделал предположение, что Бледа правил на востоке гунских владений, в то время как Аттила завоевывал Запад. Возможно, изначально так и было. В 442 или 443 году гунны неожиданно уходят в причерноморские степи, а спустя некоторое время при неясных обстоятельствах погибает Бледа. После смерти брата Аттила стремился к созданию собственного культа, как харизматичного военного вождя. Возможно, он имел амбиции построить свою империю, не уступающую римской. Именно в этот период появляется легенда о том, что Аттила нашел в степях Северного Причерноморья меч бога войны Марса, который якобы был подарен скифам. По другой версии, этот меч был послан Аттиле богом неба Тенгри, чей культ был доминирующей идеологией державы гуннов. Этот меч гарантировал, что воины под руководством Аттилы принесут только победу, и гунны в это верили, ведь Аттила не проиграл ни одного сражения. Сосредоточив в своих руках всю власть, Аттила возобновил военные действия с Византией. Он беспрепятственно прошел далее на восток по равнине между Дунаем и Балканским хребтом. Многие города пали под натиском гуннов. Опасность почувствовали даже в Константинополе. Легионы Восточной Римской империи уже были мобилизированы на новую войну с гуннами, но неожиданно в 450 году приходит известие, что Аттила изменил своим планам и готовит вторжение в Западную Римскую империю. И причиной тому стала женщина, призвавшая Аттилу в Рим. Согласно одной из версий, принцесса Юста Грата Гонория, сестра римского императора Валентиана III, обратилась к самому известному полководцу того времени с просьбой о помощи – освободить ее от власти брата и принудительного замужества, а взамен пообещала выйти замуж за Аттилу и разделить с ней власть в Риме. И якобы, используя это послание как предлог, вождь гуннов атаковал Западную Римскую империю. Обращалась ли в действительности Гонория к Аттиле, до сих пор остается загадкой. Современники этих событий не упоминают в своих хрониках о какой-либо связи Гонории с Аттилой. Поэтому ряд историков считает историю вымыслом. Но другие исследователи допускают, что легенда могла быть основана на реальных событиях. Вторая версия более приближена к реальным событиям. Как бы там ни было, а Рим, богатейшая античная держава, рассматривалась Аттилой как еще один потенциальный источник стабильного дохода. После того, как Константинополь стал данницей гуннов, в распоряжении Аттилы оказалось большое количество золота. Теперь оставалось вынудить и Западную Римскую империю платить дань.
Аттила тщательно разработал план действий. Главной причиной были по-прежнему вестготы. К этому времени они уже осели в Южной Галлии, Франция, где основали Тулузское королевство. Более того, теперь они были конфедератами Рима, полностью сохраняя суверенитет и значительную независимость. Непосредственно перед вторжением в пределы Римской империи к Валентиану III в 451 году было направлено гунское посольство с целью убедить римлян в том, что поход будет совершен исключительно против Теодориха, короля вестготов, и Аттила не планирует нарушать мир с самой империей. Одновременно самому Теодориху было направлено письмо, в котором Аттила предлагает объединить силы гуннов и вестготов для общей борьбы с Римом. Но эта уловка не удалась. Теодорих принял решение выступить совместно с римлянами против Аттилы. И вовсе не потому, что хотел оказать помощь Валентиану. Он опасался за свой трон, на который претендовали его сородичи короли остготов, друзья и союзники Аттилы, желавшие подчинить отпавших вестготов. В середине марта 451 года гунны и другие подвластные Аттиле племена выступили из Паннонии. Уже к началу июня были захвачены и разграблены крупные города, известные сейчас как Амьен, Камбрей, Кёльн, Майнц, Реймс, Страсбург и другие. Аттила подошел к Орлеану и осадил его. Аттила вынужден был отойти более чем на 200 километров к востоку от Орлеана и встать лагерем на обширной равнине в современной провинции Шампань, на так называемых Каталаунских полях. Две цивилизации готовились к жестокой схватке, которая решит судьбу Рима. С конца июня до начала июля 451 года состоялось знаменитое историческое сражение. По описанию историка Иордана, Великая битва происходила сумбурно и без особой подготовки. В результате грандиозной бойни, которая длилась несколько дней, обе стороны понесли тяжелые потери. По сведениям Иордана, в битве пало 165 тысяч воинов с обоих сторон. Аттила не был разгромлен, но вынужден был покинуть Галлию. Обогнув Альпы, он атаковал в следующем 452 году Северную Италию со стороны Паннонии, взял штурмом города на Адриатическом побережье, и только эпидемия чумы среди гуннов заставила его покинуть Италию и отказаться от взятия Рима. В 455 году Аттила готовился к новому походу, но случилось то, чего никто не ожидал. Отважному воину суждено было погибнуть не на поле битвы, а на брачном ложе. Избранницей 60-летнего вождя стала юная принцесса Эльдика, предположительно дочь короля бургундов. Свадьба правителя такого масштаба сопровождалась грандиозными подготовлениями, включавшими в себя и дипломатические церемонии. На следующий день после свадьбы Аттилу нашли в своих покоях в луже крови, а рядом с ним плачущую невесту. Это и породило массу легенд по поводу того, что Эльдика из мести за покоренную гуннами родину убила Аттилу. На самом деле легендарный полководец умер от кровоизлияния мозга. После смерти Аттилы его империя продержалась около 20 лет. После 469 года часть гуннских племен, вероятно, под предводительством одного из многочисленных сыновей Аттилы, возвращалась в Северное Причерноморье и вторглась в Крым. Гунны принесли на полуостров веру и культ бога Тенгри, и с этого времени наравне с христианством в Крыму распространяется тенгрианство. Согласно источникам, гунны не селились в городах, они свободно кочевали по степному Крыму и Северному Причерноморью. Внесли ли свой вклад гунны в культуру местного населения Крыма, готскую, скифскую, таврскую? Исследователи склоняются к тому, что если и внесли, то незначительную. А что касается вопроса антропологии, то здесь можно сказать, что да,
И проявилось это преимущественно на территории гунского расселения – степь и даже южный берег в районе Алушты. Иордан называет крымских гуннов альцагиры и сообщает, что они живут около Херсонеса. Прокопий Кесарийский утверждает, что между Херсоном и Боспором земли заняты гунном. В своде армянских памятных записей крымские армяне так называли свою родину: «Мы проживаем в мире, стране гуннов, что ныне зовется Крым». В последние десятилетия археологи в Крыму обнаружили и исследовали более 10 гунских погребений. Примечательно, что многие из них были совершены в разрушенных античных каменных склепах. История гуннов – это история успеха. Никому не удавалось покорить этот народ. Их мощь сама собой угасла, остатки влились в плавильный котел, формирующий многие народы, как в Центральной, так и в Восточной Европе, включая Крым.